Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар. Биз адаттагыдай республикалык штабтын пресс борборунда саат 2-ге белгиленген басма сөз жыйыныбызды баштайбыз. Бүгүн пресс борбордун коногу болуп, Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин коомдук саламаттык сактоо башкармалыгынын башчысы Акматова Айнура Бектургановна биздин ушул Кыргызстандагы эпидемиологиялык абал боюнча маалымат берет. Бизди түз эфирден ЛТР телеканалы, КТРК, Алато 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, мындан сырткары радио аркылуу биринчи радио, Кыргыз радиосу, Мен Кыял ФМ, ЛФМ, ошондой эле YouTube каналы аркылуу, ЛТРдин YouTube каналы аркылуу, ошондой Фейсбуктан Кыргыз өкмөтү, социальное правительство жана биринчи радионун баракчаларынан көрүп уксаңыздар болот. Добрый день, уважаемые телезрители и радиослушатели. Мы начинаем нашу традиционную пресс-конференцию в пресс-центре Республиканского штаба. У нас сегодня в гостях в пресс-центре начальник управления общественного здравоохранения Министерства здравоохранения Кыргызской Республики Акматова Айнура Бектургановна. Она нам расскажет коротко об эпидемиологической ситуации на сегодня в Кыргызстане. Вы можете нас смотреть и видеть, слушать на телеканалах ЛТР, Пирамида, КТРК, Алато 24, Ынтымак ТВ, Ош ТВ, радиостанциях биринчи радио, Кыргыз радиосы, Мен Кыял ФМ, ЛФМ и через YouTube канал телекомпании ЛТР, также в Фейсбуке, на страницах Кыргыз өкмөтү, социальное правительство и биринчи радио. Айнура Бектургановна, здравствуйте. Можете уже начать. Добрый день, уважаемые телезрители, радиослушатели, представители средств массовой информации. На 27 марта 2020 года по республике зарегистрировано 14 новых подтвержденных случаев COVID-19, 7 случаев в Джалабаде, все Сузакского района и 7 в Аше, 1 в Карасу, 2 на Акате, 3 в Узгене и 1 случай в городе Ош. 10 женщин и 4 мужчин, у которых подтверждена коронавирусная инфекция. Возраст от 1 года до 68 лет. Из 14 случаев 5 случаев ввезенные с Малого Хаджа Умра и 9 контактных. Итого 58 подтвержденных случаев COVID-19 в Кыргызской республике. У всех больных контактные лица установлены, и данные лица взяты на домашний карантин. В данный момент в очагах инфекции продолжаются противоэпидемиологические и профилактические мероприятия. Состояние всех 58 госпитализированных пациентов стабильное. Из 6 граждан, ранее находившихся в реанимации, 5 переведены в отделение в связи с улучшением состояния здоровья, в том числе и гражданин 1949 года рождения. И 1 пациент Джалабадской областной больницы все-таки остается в реанимационном отделении. Следует отметить, что ни один из 6 пациентов не нуждались в искусственной вентиляции легких. По республике на сегодня организованы мобильные бригады из числа врачей Центров семейной медицины, эпидемиологов, которые наблюдают за лицами, находящимися на карантине в домашних условиях. Бригады ежедневно удаленно по видеоскайпу, по телефону осведомляют о состоянии граждан, находящихся на карантине. В случае появления каких-либо симптомов данная бригада выезжает на адреса по месту жительства граждан, находящихся на домашнем карантине, для решения вопроса о лабораторном исследовании и при необходимости госпитализации. Для получения консультаций граждане, находящиеся на карантине, могут звонить докторам по номеру 118 и 112. Да, очень много обращений за 2 дня было от медицинских работников в связи с введением чрезвычайной ситуации о доставке медицинских работников к месту работы и домой, в связи с чем издан приказ Министерства здравоохранения о решении вопросов доставки сотрудников к месту работы и с организацией здравоохранения домой. В Министерстве здравоохранения издан приказ. Руководители организации здравоохранения должны обеспечить найм автотранспорта с получением пропусков в комендатуре и отработкой маршрутов. Во исполнение этого приказа
Руководством Национального госпиталя вчера нанято 8 микроавтобусов. Мэрия города Бишкек со вчерашнего дня направляет во все районы города микроавтобусы. Да, конечно, не все руководители решили до конца данный вопрос, но вот хочу привести пример. Вчера обращался супруг одного медицинского работника о том, что она пешком возвращалась домой. В связи с этим руководителю Сокулукского района было дано задание организовать найм автотранспорта и доставку своих сотрудников на место работы. Также хотела бы официально заявить о том, что в ночное время медицинские работники, привлеченные для ликвидации вспышки коронавирусной инфекции, работают строго по утвержденному графику, и ни один медицинский работник самостоятельно не может покинуть свое рабочее место, учитывая риск заражения как самого медицинского работника, так и окружающих. И эти сотрудники, которые выезжают в составе мобильных бригад, которые работают в очагах инфекции, в первую очередь обеспечиваются необходимыми средствами индивидуальной защиты. Во избежание риска заражения медицинских работников издан приказ Министерства здравоохранения 26 марта о направлении в трудовые отпуска с сохранением заработной платы медицинских работников в возрасте старше 65 лет, беременных женщин, сотрудников с маленькими детьми и сотрудников с хроническими заболеваниями. На кыргызском, да, Чоңгуз? Да, на государственном языке. Жыйырма 7 мартка карата өлкө аймагында 14 жаңы COVID-19 коронавирустун учуру катталды. Алардын 7-си Жалал Абад облусунан, Сузак районуна жана 7 учур Ош облусунун аймагында катталды. Кара Суу районунда 1 учур, Нокат районунда 3, Өзгөн районунда 3, 14 кишинин ичинен 10 аял киши, ал эми 4 эркек киши. 5 киши умрандан келгендердин арасынан, ал эми 9 киши мурда катталгандар менен контактта болгондордун арасынан аныкталып отурат. Ошону менен Кыргыз Республикасынын аймагында 58 тастыкталган COVID-19 учуру катталды. Бүгүн аныкталган контактта болгон бардык жарандар менен такталып жана контакттар такталып жана алар үй карантининде дайындалды. Ошондой эле орун очокторунда атайын эпидемиологиялык жана профилактикалык иш-аракеттер жүргүзүлүп жатат. Аныкталган 58 оорулуулардын абалдары туруктуу деп айтсак болот. Буга чейинки аныкталгандардын 6-оосу жандандыруу реанимация бөлүмүндө абалдары жакшыргандыгына байланыштуу жөнөкөй палаталарга которулду. Жалал Абад областында 1 оорулуу жандандыруу реанимация бөлүмүндө кармалууда. Белгилеп айта кетүүчү нерсе, жандандыруу бөлүмүндө түшкөндөрдүн эч кимиси өпкөнү жасалма дем алдыруу абалына түшкөн эмес. Республиканын бардык аймагында мобилдик дарыгерлер бригадалары иштеп жатат. Мобилдүү топторго үй карантинге алынган жарандарга медициналык кароо жүргүзүлөт. Кандайдыр бир оорунун белгилери пайда болсо, мисалы үчүн жөтөл, же болбосо дене табынын температурасы көтөрүлсө, ошол мобилдик бригада үй карантининдеги жарандардын үйүнө барып, госпитализациялоо же болбосо лабораториялык изилдөө өткөзүү иш-аракеттерин жүргүзөт. Эгер карантинде жаткан жарандардын суроолору болсо, консультация алгысы келсе, алар 118 жана 112 кыска номерлерине акысыз өз дарыгерлеринин маалымат алса болот. Албетте көп суроолор келип атат. Баягы медициналык кызматкерлерди жумуш ордуларына жеткизүү жана аларды жумуш ордуларынан үйлөрүнө жеткизүү боюнча. Саламаттык сактоо министрлиги атайын буйрук дайындалды. Ал буйруктун негизинде бардык саламаттык сактоо уюмунун
мекемелеринин жетекчилери өздөрүндө иштеген медициналык кызматкерлерин жеткирүү боюнча транспорт дайындаш керек. Андан сырткары комендатурадан ошол транспортко пропуск алыш керек. Бүгүнкү күндө ал приказды аткаруу боюнча биздин националдык госпиталь 8 микроавтобус алып, өзүнүн кызматкерлерин үйлөрүнө жеткизип жана жумушуна жеткизип келип атат. Ал эми Бишкек шаарынын мэриясы дагы кечээ күндөн баштап ошол шаарда иштеген медициналык кызматкерлердин бардыгын атайын микроавтобустар менен жумушуна жеткизип жана үйүнө жеткизүү иш-чараларын баштады. Ооба кечээ Сокулук районунун медициналык кызматкерлердин жолдошунан кайрылуу болду. Мына мен жумушка жөө барып келип атам, үйгө да жөө кетип атам деп, ошол боюнча атайын Сокулук районунун жетекчисине атайын тапшырма, бул иш аракетти уюштуруу боюнча, приказды аткаруу боюнча тапшырма берилди. Официалдуу түрдө белгилеп кетишим керек. Түнкү убакытта ошол коронавирус илдетин жеңүүгө тартылган медициналык кызматкерлер өзүнүн иштөө орундарын таштап кетүүгө укугу жок. Алар график боюнча иштейт. Бул графиктер ошол медициналык кызматкерлердин өзүнүн ден соолугун, өзүнүн коопсуздугун жана тегеретесиндегилердин коопсуздугун сактоо үчүн түзүлүп иштелип жатат. Бул кызматкерлер ошол мобилдик бригадада иштеген кызматкерлер болобу, же болбосо очокто иштеген кызматкерлер болобу, биринчи учурда атайын коргоочу каражаттар менен камсыз болунат. Медициналык кызматкерлердин ден соолугун сакташ үчүн, коопсуздугун камсыз кылыш үчүн Саламаттык сактоо министрлигинин дагы бир буйругу чыкты. Бул буйруктун негизинде 65 жаштан өйдө медициналык кызматкерлер, боюнда бар медициналык кызматкерлер жана жаш балдары бар, ошондой эле хроникалык оорулары бар медициналык кызматкерлер атайын отпускаларга жиберилди. Бул отпускаларда алардын айлык акылары сакталат. Айнура Викторовна, чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, анда биз суроого өтсөк, биздин массалык маалымат каражаттарынан келип түшкөн суроолор бар экен. Урматтуу кесиптештер, мен ачык эле айтып коюшум керек. Бир эле кайталанма суроолордон бир 4-5 келип, ар кайсы эмелерден маалымат каражаттарынан келген экен. Ошолордун баарын эле бир суроого берелик, ошол суроону жооп, анан ошону баарыңыздар эле пайдалансаңыздар, анткени улам кайталанма болуп, убакытты дагы алып коюп атабыз. Анда вопрос от агентства 24 KG. Будут ли выданы 160 миллионов сомов, обещанные онкобольным на препараты, или эти средства перенаправят? Нет, конечно, эти средства не будут перенаправлены, потому что средства, которые были запланированы и которые были выделены на лечение тех или иных заболеваний, они сохраняются и будут выделяться. Вчера родители детей с эпилепсией обратились с открытым письмом, что из-за закрытых границ они не могут приобрести необходимые их детям лекарства. Их просто не могут отправить в Кыргызстан. Да, в целях оказания превентивных антикризисных мер в сфере лекарственного обеспечения населения Кыргызской Республики в условиях пандемии коронавирусной инфекции утверждено постановление правительства Кыргызской Республики о мерах по обеспечению лекарственными препаратами и медицинскими изделиями в связи с пандемией коронавирусной инфекции населения страны, в соответствии с которым до официальной отмены данного постановления разрешается поставка без государственной регистрации лекарственных средств и изделий медицинского назначения, которые должны быть зарегистрированы в стране производителя. И обращаются матери, да? Да, родители. Родители. И это постановление, оно действует, на основании чего поставки всех зарегистрированных и незарегистрированных противосудорожных и противоэпилептических препаратов, средств, включенных в национальный перечень жизненно важных медицинских изделий и не включенных, как я уже выше отметила, в соответствии с этим постановлением будет, конечно, осуществляться. Угу.
Вчера отправили первую партию медиков в Джалабадскую область. Они были добровольцами. Врачи переживают, что теперь будут отправлять принудительно с каждой больницы, с каждого отделения. Так ли это? Да, на сегодняшний день действительно бригада, хочу отметить, выехала добровольцев. И мы, пользуясь случаем, я хочу выразить благодарность всем медицинским работникам, которые сегодня работают в этих очагах инфекции, которые работают на пунктах въезда, которые работают днем и ночью в составе мобильных бригад. И если будет необходимость, конечно, все медицинские работники будут привлекаться к работе по оказанию помощи населению страны. В Казахстане зарегистрирован уже 4-й случай коронавирусной инфекции у граждан, которые приехали из Кыргызстана. 3 из них в Джамбылской области, 1 в Алматинской. Есть ли информация о их передвижении в Кыргызстане, контактах, взяты ли анализы у контактных? База данных контактных ведется. Все лабораторные исследования у граждан, которые прибывали, как вы знаете, согласно нашего алгоритма действий, образцы отбирались и проводились лабораторные исследования. О случаях положительных реакций мы вам сообщаем каждый день. Проведен ли анализ воздействия дезинфицирующих средств, которыми заливают города, на здоровье людей? Давайте вот так еще раз повторим. Проведен ли анализ воздействия дезинфицирующих средств, которыми заливают города, на здоровье людей? Ведь гипохлорид кальция относится к умеренно опасным веществам. Не повлечет ли это проблем в будущем? Ведь раствор попадает и в почву, а потом мы этим будем дышать. Для использования дезинфицирующих средств, которые используются для проведения дезинфекционных работ в очагах и для проведения профилактических мероприятий, в обязательном порядке используются средства, которые имеют документы, подтверждающие качество и безопасность данного дезинфицирующего средства. И да, необходимо провести дополнительный мониторинг именно процентного содержания используемых дезинфицирующих средств. И этот вопрос взят на контроль. Азаттык радиосунун баяндамачысы Бакыт Асановдон суроо. Кыргызстанда коронавируска каршы тесттен күнүнө канча адам өтүп жатат жана ушул күнгө чейин канча адам өттү? Жалпы санын айта аласызбы? Кыргызстандын ичинде жүргөн адамдар COVID-19 вирусун аныкташ үчүн стратегияны алмаштыруу планы жокпу? Вопрос задается не первый раз, и много вопросов поступает от журналистов, это обычных граждан, о том, что вот был в самом начале регистрация вспышки в Китае, и когда в Кыргызской республике были подтверждены первые случаи коронавирусной инфекции, когда эта инфекция передвигалась по всему миру, почему мы поменяли один алгоритм, почему мы поменяли другой алгоритм, и в связи с чем мы не действуем согласно первых алгоритмов. И еще раз, наверное, все мы убеждаемся, и те граждане, которые задавались этим вопросом, убеждаются, что алгоритмы и стратегии, они меняются и будут меняться в соответствии с эпидемиологической ситуацией, которая складывается не только Кыргызской республике, но и она будет зависеть от развития пандемии во всем мире. И поэтому мы будем действовать в соответствии с тем, какое количество подтвержденных случаев будет регистрироваться. Но для того, чтобы снизить риск распространения коронавирусной инфекции, предпринимаются все противоэпидемические мероприятия. То есть собирается подробный эпидемиологический анамнез среди всех контактных у 58 исследованных, у 58 подтвержденных пациентов. Спутник Кыргызстан агенттигинен Элеман Карымшаков. Кудай сактасын, бирок эгер Россияда эмгектенип жүргөн Кыргызстандын жарандары коронавирус жуктуруп алса, каякта дарыланат? Аларды Кыргызстанга алып келесиздерби же Россиядан чыгарбайбы?
Если у граждан Кыргызской республики, которые на сегодняшний день находятся в Российской Федерации, будут выявлены симптомы коронавируса, то они будут госпитализированы в этой стране. Сколько кыргызстанцев болеют коронавирусом за пределами Кыргызстана? В каких странах? В Объединенных Арабских Эмиратах один гражданин. Он был в городе Джидда, и с 15 марта он находится на лечении, состояние его удовлетворительное. В Саудовской Аравии. В Пакистане было выявлено 3 гражданина Кыргызской республики. Об этом сообщило посольство Кыргызской республики в Пакистане. И в Испании один гражданин Кыргызской республики. Также у него был подтвержден образец лабораторного исследования. И по сведениям, которые получены через посольство, состояние данных граждан удовлетворительное. Когда закончится дезинфекция центра города, будут ли дезинфицировать маленькие улицы, потому что только по центральным улицам едут? Да, хорошо, мы возьмем этот вопрос на контроль и будем проводить мероприятия и во всех районах и на всех улицах города. И если граждане таким образом будут нам сообщать о мероприятиях, которые в недостаточном объеме проводятся или должны будут проводиться, о тех рекомендациях, которые мы рекомендуем, но они в недостаточном объеме проводятся, мы все эти моменты будем учитывать и будем улучшать свою работу. А как распределяется гуманитарная помощь от Китая? Сейчас проходит регистрация этой гуманитарной помощи согласно необходимых процедур, и о результатах распределения мы вам сообщим дополнительно. Вопрос от корреспондента телекомпании Мир ТВ Александра Мучкина. Я хотела спросить, как обстоят дела с остальным оборудованием, кроме ИВЛ-аппаратов, которые необходимы для помощи тяжелобольным, например, чтобы спасти тех, у кого наступает ДВС-синдром. Тут один ИВЛ не поможет. Речь идет об экстракорпональной мембранной оксигенации. Да, учитывая опыт всех стран, все эти моменты обсуждаются. Сегодня именно составлена потребность в этом оборудовании, и не только в этом, в оборудовании, которое необходимо для лечения специфических заболеваний. И в первую очередь необходимым оборудованием обеспечиваются те области, те регионы, в которых есть такая необходимость. Вопрос от студии АЛАТО-24. Медики, которые химиотерапию получают, они освобождаются? Да, освобождаются. Вопрос от «Кактус Медиа». Где и как нашли пассажиров бизнес-класса, прилетевших 22 марта? Где они содержатся сейчас? Один пассажир бизнес-класса, он на обсервации, был направлен на обсервацию. Да, действительно, другой пассажир бизнес-класса, он в связи с тем, что по неопределенным причинам не был направлен на обсервацию и явился на свое рабочее место, он был уволен со своего рабочего места. Сотрудникам, которые допустили этот факт, работающих на пунктах въезда, приняты меры административного воздействия. Но должны были быть приняты меры административного воздействия. Но в связи с тем, что есть необходимость нахождения этих сотрудников на своих рабочих местах, проведен инструктаж о неповторении данных случаев и о недопущении в дальнейшем таких фактов. Александра Мучкина еще раз уточняет вопрос. Есть ли такие аппараты у нас и сколько их штук, можно ли уточнить по аппаратам, которые она говорила, этот ИВЛ? Экстракорпональная оксигенотерапия. Да. Хорошо, я
общее количество уточню и сообщим вам через нашу пресс-службу или можете мне позвонить. Сколько людей с подтвержденным диагнозом всего и сколько в каких больницах содержится? Сколько людей с подозрением на заражение и сколько в каких больницах? Сколько людей в обсервации, в каких обсервациях и по сколько? Сколько людей на домашнем карантине и в каких они районах? Мы, наверное, на этот вопрос вчера отвечали подробно. И мы коллегам из «Кактуса», наверное, скажем, что они посмотрели наш телеграм-канал, и там вчера все вроде бы описывали. Супер KG порталынан келиптер суроо. Карантинде жаткан жарандар республика боюнча каяктан тамак жеп жатат? Бишкек шаарында болсо кайсы ашкана жана кайсы акчага тамак даярдалып жатат? Ошол эле учурда медициналык кызматкерлер кайсы тамак аш менен тамактанып жатышат? Граждане, которые находятся на обсервации, обеспечение материально-техническими ресурсами, питанием в местах обсервации возложено на Министерство чрезвычайных ситуаций. И были добровольцы, и есть добровольцы, которые хотели бы помочь питанию этих медицинских работников и других сотрудников. Это сотрудники Министерства внутренних дел, сотрудники Министерства чрезвычайных ситуаций, которые находятся на постах, на блокпостах, на санитарно-контрольных пунктах, в обсерваторах. До сегодняшнего дня они кормили всех этих сотрудников, но, конечно, появились некоторые трудности вот за эти 2 дня, так как всего лишь 2 дня назад была введена чрезвычайная ситуация, чтобы они смогли проехать в эти места и дополнительно покормить сотрудников задействованных служб. BBC радиосунун баяндамачысы Абдыбек Казиев суроо берип атат. Вирус жаңы жуккан аныкталган 14 киши оору болушу мүмкүн деп обочолонгондордун арасында беле же жөн жай эле жүргөн адамдардын ичинен табылдыбы? Албетте жок, булар ошо обочолонгон адамдардын арасында болчу. Алар атайын медициналык кызматкерлердин кароосунда болчу. Ошонун негизинде мына лабораториялык изилдөөлөр алынган. Ошол лабораториялык изилдөөлөрдүн жыйынтыгы боюнча бул жыйынтыктар чыгып, алар госпитализацияга алынып атат. Аэропорттордо чектөө киргизилип жаткан учурда Москвадан поезд менен келгенбиз. Бишкектен бизди эч ким текшерген жок деген маалымат тарады эле. Чын бышыгы кандай? Если есть действительно конкретный случай, железнодорожные составы тоже они приезжают рейсами. Какой рейс, какого числа приехал, я выясню эти моменты, и мы тоже дополнительно сообщим. Супер KG порталынан суроо. Казакстан коронавирус өлкөгө эң көп жайылган учуру апрелдин ортосунда болот деген божомолун айтты. Биздин өлкөдө да ушундай божомолдорду жүргүзүүгө мүмкүнбү? Бул боюнча кечээ күнү айткансыз, Айнур Бектурган, дагы бир жолу ошондо кайталап берип койбойсузбу? Да, Министерство здравоохранения обеспокоено ситуацией, которая складывается не только в Кыргызской республике, но и во всем мире. Проводятся телеконференции, телемосты с представителями Китайской республики, с всеми сотрудниками, медицинскими работниками, которые участвовали в локализации вспышки в этой стране. Да, через Министерство иностранных дел мы обратились к медикам, которые работали в это время, чтобы обеспечить приезд 5 или 6 врачей в Кыргызскую республику. Данный вопрос прорабатывается Министерством иностранных дел. Также проведены переговоры о обмене опытом по локализации вспышки с посольством Кыргызской республики в Японии, чтобы обменяться опытом с Министерством здравоохранения. И есть наши ученые, кандидаты наук, доктора наук, высококвалифицированные специалисты, эксперты Всемирной организации здравоохранения, которых мы собрали 2 дня назад и попросили их проработать данные, которые у нас есть, количество зарегистрированных, количество контактных, для того, чтобы определить дальнейшую стратегию и дать прогнозы на дальнейшее развитие. Но
я думаю, мы не должны акцентировать внимание на том, будет ли у нас большое количество среди населения, и, возможно, почаще говорить о данных вопросах на таких больших пресс-конференциях и, наверное, больше в рабочем порядке обсуждать эти вопросы. Сегодня население должно соблюдать те рекомендации, о которых говорит Министерство здравоохранения и другие министерства и ведомства, вовлеченные в локализацию вспышки. Последние 3 вопроса. Репортер KG. На спецсчет постоянно поступают средства от различных организаций и так далее. Тем временем в соседнем Узбекистане заразились уже 11 врачей. Когда начнут закупать на эти средства защитные костюмы для врачей? Насколько наши врачи защищены? Да, этот вопрос, он есть, он задается, и я думаю, он будет актуальным каждый день, пока не будет локализована вспышка коронавирусной инфекции. Этот вопрос беспокоит и Министерство здравоохранения, не только Министерство здравоохранения, и правительство Кыргызской Республики. Да, еще раз хочу отметить, что средства индивидуальной защиты – это те средства, которые имеют место каждый день уменьшаться, и необходимо пополнять этот запас. Но несмотря на это, в первую очередь обеспечение средствами индивидуальной защиты средствами индивидуальной защиты являются не только противочумные костюмы, и не только полное обмундирование, чепчик, халат, маска, перчатки по отдельности, бахилы. Это все являются средствами индивидуальной защиты. И для сохранения жизни и здоровья медицинских работников, для обеспечения риска заражения медицинских работников, в первую очередь обеспечиваются те медицинские работники, которые находятся у нас на передовых. И средства массовой информации вчера передавали из Джалабадской области, вот наши медицинские работники работают, говорили о том, как они работают, и они были в полном обмундировании, которое необходимо для работы в этих очагах. С республиканской инфекционной больницы тоже доктора сами проводили съемки, они тоже рассылали по социальным сетям для того, чтобы показать, что они в первую очередь обеспечиваются средствами индивидуальной защиты. Опыт заражения медицинских работников, которые есть в других странах, для нас бесценен, и поэтому мы, насколько возможно, стараемся обеспечить медицинских работников. Вопрос от ТРК «Мир». Лечение кыргызстанцев от коронавирусной инфекции COVID-19 бесплатно для них или ведется по сооплате? Для пациентов, у которых подтверждена коронавирусная инфекция, бесплатно для этих пациентов. Во сколько государству обходится лечение одного человека, во сколько обходится содержание в карантине в местах обсервации, из чего складываются эти расходы? Так как коронавирусная инфекция новая, и она развивается быстрыми темпами не только в Кыргызской республике и во всем мире. И она застала врасплох многие устоявшиеся системы в мире, стран Европы, Соединенных Штатов Америки. И, конечно же, она имеет определенный урон на социально-экономическое состояние страны. Но когда касается здоровья людей, правительство и любой страны не жалеет средства на лечение и на локализацию распространения данной коронавирусной инфекции. Необходимо отметить, что для лечения коронавирусной инфекции она имеет симптоматическое лечение, и она будет требовать затрат и будет требовать тех лекарственных препаратов, которые будут зависеть от тяжести протекания болезни у того или иного пациента. И акыркы тактоочу суроо,
Азаттыктан Бурул Сарыгулова. Жаңы аныкталгандардын курактары кандай экен, жаш курактары? Возраст у 14 пациентов с подтвержденными случаями от 1 года до 68 лет. Чоң рахмат. Урматтуу телекөрүүчүлөр, радио угармандар, биз бүгүн биздин суроолорго жана сиздер жөнөткөн суроолорго Кыргыз Республикасынын Саламаттык сактоо министрлигинин Коомдук саламаттык сактоо башкарманын башчысы Акматова Айнура Бектургановна болду. Сиздер бизди түз эфирлерден, түз оболордон ЛТР телеканалы, КТРК, Алато 24, Пирамида, Ош ТВ, Ынтымак ТВ, Биринчи радио, Кыргыз радиосу, Минкыял ФМ, ЛФМ радиолору аркылуу, ошондой эле ЛТРдин YouTube каналы аркылуу, Кыргыз өкмөтү, социальное правительство, Биринчи радио баракчаларынан көрүп уга алдыңыздар. Чоң рахмат.